В этом году Нюрбинский район отмечает свой двухвековой юбилей. Ровно 200 лет назад был образован Мархинский улус, это ныне Нюрбинский район. Официальной датой образования Нюрбинского, тогда еще Мархинского улуса, считается 14 февраля 1824 года. Об истории возникновения, образовании Нюрбинского района мы сегодня будем говорить с сотрудниками Музея дружбы народов имени Ксенофонта Дмитриевича Уткина-Нюгельген. А вот рядом со мной сейчас стоит директор музея Анна Андреевна Туманова. Анна Андреевна, добрый день. Добрый. Давайте поговорим об истории Нюрбинского района. Как же все-таки он был образован, это когда было и как было? Да, Роман, все верно. Нас, нюрбинцев, в этом году ждет большая и ответственная дата 200-летия образования Нюрбинского Мархинского улуса. И как это было? 14 февраля 1824 года вышел указ областного якутского управления о разделении Большого Верхневилюйского улуса. И причем об этом разделении подали прошение родоначальники Верхневилюйского улуса, мотивируя тем, что территория очень большая и управлять ее достаточно сложно. И письмо свое, оно как бы главной такой темой было «Так будет лучше». И таким образом уже 24 февраля 1824 года было отписано Верхневилюйскому исправнику Пономареву, титулярному советнику, о том, что вот был издан указ 14 февраля, и Верхневилюйский улус разделен на два. И причем Верхневилюйский остался с 2332 душами и 5 наслегами, а Мархинскому улусу отошли 5093 душ и 8 наслегов. И первым главой Мархинского улуса был избран Петр Филиппович Слепцов, человек очень легендарный, и в нашей памяти земляков он остался как вожак, глава, но об этом тоже будет отдельная история. Сейчас бы я хотела уточниться насчет даты образования улуса. Как я уже говорила, это 14 февраля 1824 года, и, как мы знаем, это 19 век. И теперь по современному стилю, если мы отмечаем, да, то к этой дате мы прибавляем 12 календарных дней, и получается, что день образования нашего Нюрбинского, бывшего Мархинского улуса, приходится на 26 февраля. Поэтому отныне мы будем отмечать день образования нашего улуса 26 февраля каждого года. Территория какая была при разделении? Допустим, до разделения, да, и нынешний Нюрбинский район, это считался территорией бывшего Верхневилюйского улуса, да, вот, и на какие части, на какие доли было разделено? Но это довольно такая сложная, можно сказать, история. Это нужно вот по хронологии определять, потому что несколько раз менялось, объединялось, разделялось. Мы даже были в свое время объединены с Унтарским улусом, разделились в 1963 году. Также и название улуса менялось. Например, вот до революции Мархинский улус опять-таки был разделен на два улуса, Мархинский и Нюрбинский. Потом он был объединен в один Мегежекский улус. Ну и поэтому это нужно подробно уже рассматривать с документами. И у нас есть выставка как раз об этом, об истории Нюрбинского Мархинского улуса, на которой уже хронологически это все мы указываем. Письменная история народа Саха неразрывно связана к присоединению к русскому государству. На территории Вилюя были расположены так называемые зимовья, то есть оттуда начинались территориальные разделения. Рядом со мной заведующий научно-исследовательской работы Музея дружбы народов Борис Борисович Борисов. Борис Борисович, здравствуйте. Давайте расскажем все-таки. На территории Вилюйской группы, да, были так называемые зимовья, и оттуда начинается уже разделение на территориальные единицы. Да, вот, это в каком году было и как это все происходило, то есть разделение на территориальные единицы. Так, если посмотреть на историю, да, первые русские казаки появились в Вилюе уже в 1627 году. Это были отряды
из Мангазей под руководством Добрынского и вот Мартына Васильева, да. И они вот через речку Чону вот попали в Вилюй, и по Вилюю они доплыли до устья Лены, да. И таким образом они были первыми русскими казаками. Потом вот появились зимовья. Зимовье на Вилюе, известно о 3 зимовьях, да, где они стояли. Например, одно зимовье стояло на территории Сундарского улуса, то есть это современный вилючанский наслед. Еще одно зимовье под названием Верхневилюйское зимовье стояло на территории нашего района. Это территория современного одесского наслега в начале реки Тюкан. И в русских документах оно называется, речка Тюкан называют Туканка, и даже в картах есть, да. И там стояло вот зимовье. И они в основном собирали ясак от местных тунгусских племен. И, якутские племена, то есть роды, точнее, вот бордонские роды, да, упоминаются вот в 1650-х годах. А вот именно зимовье, вот на речка Туканка, она упоминается 1634 года, то есть очень давно, да, с 1634 года до середины вот 17 века. И, как я уже сказал, там платили ясак в основном тунгусские племена, и об этом даже остались вот предания, да, народные. Например, житель Кангаласского наслега, вот Андрей Бысыров, рассказывал такое вот сохранившееся предание о том, что в местности на начале речки Тюкан когда-то был старый город. Да? И вот именно расположение старого города выбирали по вот старому обычаю, то есть бросили то ли шарик, то ли вот круглый камень, да? И оно скатилось между речками Улахан-Тугут-Тупут и Кара-Тугут-Тупут. И на этом месте вот построили вот так называемый вот старый город. Да? И об этом как-то вот свидетельствует то, что рядом гор Сата же есть, да, известные. Там на реке есть Русский остров, так называемый. Так называется Русский остров. До сих пор называют, да, Русский называют остров. Русским островом. То есть этот гидроним вот восходит именно тем историческим событиям, да, 17 века, которые вот сохранились в преданиях таким образом. Мы еще вот немножечко подзабыли об одном грандиозном событии, да, это спуск озера Нюрбак. Это в каком году было? Мы знаем, что из истории, да, что нынешняя Нюрба, она стояла на месте озера. И как это происходило? Это по рассказам, это громадное такое озеро было. Да, действительно, это было очень огромным озером, да, 20 километров в длину, 10 километров в ширину. И она вот именно охватывала вот современные территории города Нюрба, Антоновки, достигала до Нюрбачана, да. И якуты в 19 веке, да, чтобы вот места пастбища было очень в то время, мало, да, и чтобы сенокосные угодья побольше вот сделать. Они вот спустили это озеро в реку. То есть работу начали в 1820 году и 4 года. Ровно в год вот создания Мархинского улуса вот озеро было спущено в реку. И инициатива вот этого именно осушения озера принадлежит по документам и вот по переданиям именно исправнику Корякину Вилийскому, да, но и вот сибирскому богачу Тойону Саве Марсоеву, да, Мерсоев, вот так ее пишет в документах. И они, в основном, наверное, такая организаторская работа велась именно Савой Мерсоевым, да, потому что он сам вот из Сюли, близко, да, то есть эпицентр событий он был, да. И 30 человек из 4 наследов после сенокосных работ осенью, когда вот земля подтаяла, да, чтобы копать было вот именно легче, да, они вот проделали эту работу. То есть около 176 метров они прорыли канал. И, наверное, там между озером и рекой, наверняка было именно лесок был, наверное, да. То есть они должны были вот деревья рубить, пни, вот, то есть работа велась. Причем все это вручную? Да, все вручную. В то время таких лопат, таких в современном понятии не было, да. И вот проделали такую огромную работу, которую вот после 30 лет, в 1854 году в Нюрбе был Ричард Карлович Мак, известный натуралист, путешественник, да, автор работы «Вилийский округ». И он вот в то время очертания озера
были видны, да, и были свидетели этого спуска, и он все это отмерил, сделал даже карту бывшего озера Нюрба, и он такую оценку дал, что это самый грандиозный проект в Сибири даже, да, который увенчался успехом. 200 лет назад наш район назывался Мархинским, сейчас Нюрбинский. В связи с чем это связано, вот изменение названия улуса, и откуда берутся вот эти названия? Вот Мархинский улус, Нюрбинский улус. Да, при образовании наш улус назывался Мархинским, и вот инородное право, да, так называемое было, то есть это по современным понятиям администрации, да, его несколько раз вот перемещали, да, сперва она открылась именно в местности Могана, то есть Мархе, потом в 1847 году его общим собранием определили в урочище Нюрба, да, чтобы в эпицентре событий быть, да, в то время уже стали вот русские крестьяне прибывать, да, вот 2 деревни появились, поэтому, чтобы быть в эпицентре событий, наверняка вот сделали центром именно Нюрбу. И с этого времени Нюрба стала превращаться в центр постепенно, но споры не угасали. Например, в начале 20 века была большая засуха, и управление, именно помощь людям, которые жили на левом берегу, ну, на слегах, которые находились на левом берегу реки Марка, чтобы оперативно им помочь, именно от Нюрбы, ну, расстояние было большое, поэтому встретили очень много трудностей. Поэтому глава вот, улуса меценат, наш известный Степан Прокофьевич Алексеев Богут, вот, выступил инициативой разделения улуса на 2. И даже он хотел назвать вновь созданный улус Кангаласским. В документах это зафиксировано. Но его инициативу не поддержали вот местные нюрбинские богачи. Да? Это отец известных братьев Донских, тоже когда-то сам был головой, Донской Николай Семенович. Также вот нюрбачанский богач Попов Захар Данилович, и вот местный купец тоже по национальности татарин, это Софиулла Насыров. Они не соглашались на разделение улуса, и они вот настаивали, чтобы местное, ну, инородное право оставалось в Нюрбе. Но Богут взял инициативу, как говорится, в свои руки, и на свои вот средства начал строительство вот инородного права на своей территории. И вот увидев это, вот та группа, да, вот донских, они вот согласились, чтобы улус разделили. И есть, ну, сохранились документы об этих, но было очень много споров, да, разных тяжб. И там один вот земский заседатель Белорусского округа в своем письме, он впервые вот указывает, чтобы 2 вновь создаваемых улуса назвали Мархинским и Нюрбинским. С тех пор так назвали, и таким образом вот Мархинский и Нюрбинский улусы просуществовали вплоть до районирования 1930 года. 2 столетия назад, в 1824 году, при образовании Мархинского улуса, улус имел 8 наследков. На протяжении 2 столетий наш район развивался, расширялся. Современный Нюрбинский район имеет 18 наследков и 1 городское поселение, город Нюрба. Наш район и по сей день расширяется и развивается. История нашего района продолжается до сих пор.